Так, сейчас впервые у меня будет прямой эфир. Я в Инстаграме не очень специалист и не очень давно, поэтому вот в этот раз, да, ну, чтобы охватить большую аудиторию. Желающих очень много, которым нужны советы, которые желают услышать, чем заняться, как заняться. И поэтому я на эту встречу, да, вот сегодня пригласил гостей, чтобы наш разговор был более эффективный, да. Так, к нам пришел замминистра предпринимательства Максим Михайлович. Да, Министерство предпринимательства тоже со своей стороны делает очень много работ. Многие не знают, не каждый заходит на сайт министерства, не обладает информацией. И Максим Михайлович, он подробно, если будут вопросы, да, для начинающих предпринимателей, он подробно расскажет, какая работа ведется. Да. Сандара Чемизова. Наряду с успешными предпринимателями, да, я решил пригласить вот Сандару. Она начинающий предприниматель, она тоже делает вот первые шаги в бизнесе, да. Год назад она была у меня на приеме, она пришла ко мне в гости, да, и тоже мы с ней сидели, разговаривали довольно долго, да, и я тоже вот, ну, как бы объяснял, помогал, как надо начинать свой бизнес. Она вот тоже для начинающих предпринимателей, да, она расскажет, ну, чем она занимается. И Александр Сергеевич Ариносов, это юрист по образованию, да. У предпринимателей очень много вопросов возникает в юридической части, да, взаимоотношения с организациями. И если сейчас будут вопросы, в частности, по юридической части, вот Александр, он подробно вам все расскажет, да. И, конечно, у любого предпринимателя должна быть защита. Да, и вот Сардана Викторовна, да, она с общественной организацией «Опора России», она расскажет и поможет вам, да, если вам потребуется защита, как вам защититься. Хорошо? И вот сейчас будет ну, прямой диалог, ответы на вопросы, да. И, ну что, давайте так договоримся, да, можно меня называть Афанасий, просто Александр, Сардана, Максим, Сандара. И не познакомил Трофим Савич, да, тоже крупный предприниматель города Якутска, да. Все, наверное, знаете, да, сеть магазинов Ростор, да. И будем принимать вопросы тоже в прямом эфире. Так что всем привет, кто находится сейчас в прямом эфире. Задавайте вопросы. Можете с меня начинать, можете, ну, как бы, будем разговаривать с вами. Да, я вот начну, да, то, что очень много мне пишут в личную страницу, получаю письменные сообщения. Очень многие спрашивают советов, как начать бизнес. Сейчас мы понимаем то, что идет оптимизация, да, очень большие сокращения в бюджетной сфере. Очень многие остались без работы. У кого есть работа, недовольны своей зарплатой, зарплата сильно маленькая. Все мы сидим в ипотеке, в кредитах сидим. И как вот выбраться из этой рутины, как найти свою дорогу, мы постараемся вам помочь, да. И если даже вот на этой встрече кто-нибудь получит хоть какую-нибудь информацию, да, найдет свою дорогу, это будет для нас это, ну, как бы цель вот этого мероприятия, вот это. Так что, ребята, задаем вопросы и начинаем работу. Давайте, пока вопросов нет, да, я тоже начну, да. Ну, сразу надо понимать, да, то, что бизнес, да, это успешный человек. Вот мы со стороны смотрим, вот успешный человек, да, и мы видим только одну часть, да. А за этим успехом стоит колоссальный труд, большая работа. И если вот кто-то решил заняться бизнесом, да, будьте готовы пройти через все это, через борьбу с организациями, через неудобства в семейном плане, да. Тот путь, да, вот, который я прошел, да, вот немного расскажу, да, тоже очень в семейном плане, вот я хочу поблагодарить тоже в прямом эфире свою супругу, да, то, что самый близкий человек, он может вас поддержать. Это ваш супруг, ваша жена. Если вот
доходило до того, вот, когда я начинал свой бизнес, да, я практически жил в другом городе. Меня не было в Якутске, я приезжал на 2-3 дня в Якутск и обратно уезжал. Было время, когда моя супруга на праздники приезжала ко мне во Владивосток. Ни одного дня рождения не было, ни одного 8 марта, 23 февраля. Ну, встречались только это в Новый год мы обязательно встречались с семьей. А остальное время муж находился непонятно где и работал, постоянно работал. Вот зато сейчас я вот уже создал свою систему, да, сейчас создал свой коллектив, свою команду, и сейчас команда вся работает, ну, как бы, все мы работаем вместе, и у каждого есть своя задача. И сейчас мне работать намного легче с командой. Одному человеку всегда тяжело, да, а вот с командой единомышленников, да, работать намного легче. И я очень уважаю свою команду, благодарю тем, кто поверил в меня и пошел за мной. И сейчас вот на протяжении 15 лет работают ребята, больше лет работают ребята со мной. И практически в моей компании, да, текучести кадров нету. Вот кто устроился на работу, они вот работают, они довольны всем. И я стараюсь создать все условия для своих работников. С самого первого дня, да, вот работы, да, я всегда, вот даже в 90-е годы, когда человек устраивался, я заводил трудовую книжку, все удивлялись, это обязательно, что ли, а это зачем? Я всегда говорил, то, что вы когда-нибудь пойдете на пенсию, это трудовой стаж. И старался, чтобы каждый работник был социально защищен, чтобы у него был отпуск. Даже вел такое, то, что во всех моих компаниях, да, есть повар, который бесплатно за счет компании в день один раз кормит. Это тоже большой плюс. Тоже вот кто устраивался на работу, они тоже были очень довольны, да. Ну, создавал комфортные условия для работы, для своих работников. И, соответственно, я получал уже ответ, работоспособность увеличивалась, человек работал от души, и, соответственно, вот компания увеличивалась, и быть лидером, да, я вам скажу, да, вот в прошлом году я встречался с компанией Тугис, которая ведет, ну, которая считает, сколько компаний, да, вот они меня в прошлом году вопрос задали: Афанасий Павлович, вы примерно знаете, сколько компаний в Якутске занимается продажей запчастей, да. Я примерно вот так, ну, на скидку сказал, наверное, 100. Они сказали, свыше 250 только зарегистрированы. И все, это, вы представьте, это какая конкуренция. 250 магазинов продают одним и тем же товаром. И быть среди них лидером, это надо что-то, наверное, сверхъестественное придумать. Так что все, приглашаю к диалогу. И сразу скажу, да, то, что в бизнесе, я постоянно, когда встречаюсь, говорю, не зависит от пола, да, не зависит от возраста, да. Самое главное от желания. Вот если человек, он захочет, да, быть успешным, да, начать свое дело, он этого добьется, но это будет очень жесткий и долгий путь. Но если вы это пройдете, вы будете успешными. Так что вопросы, если есть, может, в прямом эфире есть вопросы. У меня предложение. Пожалуйста, вы напишите и опубликуйте книгу о том, как вы преодолевали жизненные трудности, лихие 90-е, и о том, как вы пришли в бизнес. Обязательно. Ага. Но у меня есть фильм есть. Да, фильм есть. Он по-якутски называется «Тостума». И многие видели, наверное, да, он тоже ездил сейчас. Ссылку, да, да, ссылка была, да, в Ютубе, да. И то, что... Канал Джон. Да, Джон. Вот на канале Джон можно посмотреть фильм. А насчет книги, это надо будет еще немного постареть. Где-то лежать на диване и постепенно уже сочинять мемуары, да, писать. Да, обязательно я воспользуюсь этим случаем. Все так, и больше ничего нет. Больше ничего, все нормально. У меня вопрос вот к замминистра. Я вот недавно запустил приложение для вот как раз для автолюбителей и для автофирм, то есть для поиска частей и автосервиса. Я вам писал книжку, даже подходил в магазин Якунис, там ребята, которые продавцам рассказывал, но пока они еще не подключились к нам. И вот сейчас говорят, да, что политика идет, чтобы Якутия именно IT-технологии развивать, но
вопрос, какая может быть поддержка для развития этого продукта. То есть я вот сейчас своими силами рекламирую, то есть мне нужны деньги для продвижения. И уже показалось, что имеет актуальность, то есть очень много запросов, ну, допустим, как раньше уже не ездим искать, допустим, да, общаться, звонить, а просто пишем приложение, и магазинные сервисы пишут, ну, отвечают, у нас есть, что-то делаем и так далее. То есть очень удобно и как бы время и силы как бы. А вы с IT-парком общались? С IT-парком буквально вот сегодня до обеда был, и они сказали, что Посмотрим. в мониторке, да, в январе там что-то будет сказать. Ну, вот у вас специфичный, добрый день в первую очередь. Афанасий Павлович, спасибо за предоставленную возможность, чисто по вопросу. Действительно, вот у вас IT-продукт, да, и Да. тем, кто хочет в целом по IT-сфере, у нас вот в республике будет создан фонд по поддержке стартапов в области IT-технологий в целом. Да? И этот фонд у нас курирует Министерство инноваций, цифровой трансформации и цифровых коммуникаций. Да? Соответственно, с этим министерством, я думаю, вы сможете, ну, я могу вас свести и отдельно, я думаю, Свести с IT-парком на месте. ну, дополнительно, да. Ну, вот у них как раз они, на самом деле уже есть у них деньги, и они как раз поддерживают эти стартапы. И это в виде венчурного финансирования, ну, понимаете, да, что такое венчур? Это высокорискованный проект, который из 100 проектов там выстрелит только 5, ну, например, да. Соответственно, это рискованные проекты, и, соответственно, вот через венчурную компанию, на базе венчурной компании вот будет создан отдельный продукт, фонд поддержки IT-предпринимателей. Это как в виде субсидии или как кредита получается? Еще раз повторяю, это венчурный фонд. Прогоришь, не прогоришь, молодец. Венчурные фонды, вот те же самые, да, Сколково, большие, международные венчурные фонды, они же, я еще раз повторяю, из 100 проектов выживает там очень мало, 5 выстреливает. Да? Соответственно, если у вас бизнес-идея, она воплощена и как-то уже реализована, как-то на бумаге изложена, соответственно, я думаю, через этот фонд вы найдете свою поддержку. Тогда я после встречи к вам подойду. Да. И Афанасий Павлович, еще такой вопрос, как вы видите вот этот продукт, допустим, как рассказываете, да, ваше получается? Я сам уже больше 10 лет как машины катаю, ну, езжу за разные машины, и каждый раз искать часть, автосервисы, очень разные, допустим, ценовые политики, пишешь, допустим, ну, поменять саленблок, кто-то пишет 4, кто-то 2, допустим. И как вы видите этот проект, есть ли перспектива развития и в городе, и в целом по России, то есть я рассматриваю, ну, масштабирование по городам России, как бы, хочу слышать ваше мнение. У вас уже есть приложение, есть, да? Уже есть, уже Работает? Работает уже. А да. кто-нибудь перезарегистрировался, да? Зарегистрировался кто-нибудь? Сколько заказчиков? Да, я буквально 2 недели назад запустил, где-то 1500 скачивать. Да. Сейчас поднимите руки, пожалуйста. У кого есть машина здесь? Так, посмотрите, пожалуйста. Ваша визитка в кармане есть? Не, У вас должна, ну, как бы, вы должны были прийти здесь одетыми, да, как бы, ссылка на ваше приложение и так далее, стоять. И сразу вас запомнили бы. И вот те, которые, еще раз здравствуйте, извиняюсь, да, всем. Ага. Да, те, которые сюда пришли. Вообще, вот, когда вы начинаете, вы должны сами ходить и рекламировать свой бизнес. Не стесняться, потому что зарабатывать не стыдно. Вот 90-е годы было, да, как-то вот шулер, там, форцовщик и так далее, да, как бы жулик, ну, так думали. А сейчас уже государственная политика повернулась в нашу сторону, да, что вот все должны быть самозанятыми предпринимателями, да, еще налоги платить, создавать рабочие места, чтобы, как говорится, быть самостоятельными, независимыми гражданами России, скажем так, да. И вот самое главное, вот когда вы это сделали, надо ходить и научиться вести диалог с этими сетевиками, которые у нас находятся на именно Якутске, да, вот имеют магазины. Да. Как-то надо их найти, выйти, там, сказать, что вот везде такое есть, ну, немножко, может быть, напугать, да, что вот российские компании, скажем, запчастей, сейчас же все знают, могут завоевать рынок, поэтому вот вы сейчас пытаетесь местные компании, да, продвинуть. Ну, чтобы Ну, было удобно, в первую очередь, для автолюбителя. Да, в первую очередь. И вот там какую-то там скидку просите у них, чтобы они, если при покупке какой-то суммы, они делали скидки и так далее, да, например.
или системы как InDriver, там, например, какие-то запчасти есть, агрегаторы, да? Например, если вы видите, фара стоит 4000, там, любой может написать, я хочу 3500 или 3, да, там, из 150, там, из 250 магазинов кто-то может ответить. Я за 3500 отдаю там. Ну, не знаю, какую-то такую систему там придумать надо. Ну, в принципе, там система уже придумана, Да. просто магазины пишут свою цену, допустим, вот магазин японец напишет 5000, допустим, да, один же тоже запчасти, допустим, а кто-то пишет 4, допустим. И я, конечно же, поеду, допустим, ну, туда, допустим, и где ближе, какая фирма, допустим, что там. Звонить и искать запчасти тоже очень сложно, потому что они запрашивают номер Да. кузова и так Ну, далее. короче, вот 25 часов в сутки надо поработать, чтобы быть первым, да. Если у вас зарегистрируется 50 магазинов, все, вы номер один будете здесь 10 лет, 100%. И наращивать. Потому что когда уже на слуху будет бренд ваш, как называется? Автогиз. Автогиз, да, уже это не забудут, потому что мы же сейчас, например, все здесь сидящие, да, вот раньше, вот года 3 назад, я даблгиз не знал, да, а сейчас уже как справочник стал, да. Нажимаю, вот ты даблгизчик сразу выскакивает там, кто, да, или скоро Новый год, елки, нажимаю, Ростор выскакивает, да, например, первым номером стоит. Да, и всегда надо найти время, всегда рекламировать свою компанию, так между делом, да. Вот так надо как бы поработать, потому что вот сейчас современные предприниматели, молодые особенно, они думают, что, ну, некоторые, не все, говорю, да, мы создадим, организуем, будут работать, мы дистанционно, онлайн будем руководить, и все будет шикарно. Это не так. Вначале все равно самому надо физически ходить, работать там, это пробовать, почувствовать. Тогда вы можете всякие азы, нюансы знать, чтобы потом правильно руководить и направлять куда, что надо. Да? Например, я вот периодически выхожу, каждый там месяц или 2 месяца, в качестве продавца работаю. Стою, работаю, и говорю, ну, нормально, отлично, ты знаешь, что ты хороший сотрудник, да? Вот, спасибо за комплимент, говорю, работаю, да? Да, современные как бы вызовы клиентов хочу почувствовать, что они просят, что они хотят там и так далее. Сейчас вот тенденция пошла в последнее время, все высокий сервис хотят. Мало, даже вот ложку продаешь, да, там, за 10 рублей, чайную, например, да, и они хотят сервис на 50 рублей. Как бы обратка получается. Но это Якутск же компактный город и Якутия. И дальше можно что-то продавать только белым медведям, да, в Ледовитом океане. Все, мы тупиковые, поэтому все наши клиенты ценные. Они по кругу ходят. А если в Москве мы что-то открыли бы, они, москвичи там, грубо говоря, 15%, остальные проходящие, там много людей же приезжают, уезжают там. А здесь, поэтому кто здесь, надо здесь, грубо говоря, обслуживать клиента, начиная от иголки, от носков, заканчивая на продаже квартиры. Одному клиенту все, это все время с ним работает. Тут вопросы есть. Спрашивают, как начать свой бизнес и где найти, какую нишу выбрать. Просто начать. Давайте Ну, я я точнее, с чего начнем. Вот, начиная вот, с Хайна. Ага, то, что когда начинаешь, там уже идут отчеты, налоговые, пенсионные, туда-сюда. Но Да, это не с первого дня. Ну, не с первого дня, но они все равно идут. Вот Сейчас месяц, заявители они хорошо. начинаются, да, как бы. И вместо того, чтобы развиваться там, работать, приходится отвлекаться на эти отчеты, при этом человек не знает, куда сдавать эти отчеты, и получается, что штрафы тут же на этого начинающего. И получается тут непонятно. Вроде бы государство поддерживает, и вроде бы человек тоже не знает, куда и что делать. И как тогда при этом выступать? Ну, как говорится, предприниматель, человек, который предпринимает, есть много возможностей уйти от этих штрафов. В частности, очень сильно развиваются бухгалтерские сервисы. То есть вам предлагают при регистрации как Сбербанк, также вы можете обратиться в мой бизнес, там для начинающих предпринимателей год бухгалтерского обслуживания. То есть возможности есть, их просто надо знать и ими пользоваться. Можете Это прийти. еще скрытые эти, как у этих же Сбербанка, у этих же там этих. Нет, там скрытых нету на самом деле. А вот они просто зарабатывают на доп. Услугах. Вот вы когда регистрируетесь, они вам говорят год бесплатно.
И вот вы, если за этим не проследите, то через год вам уже счет выставят. Но тем не менее, вы год уже не будете беспокоиться о этих счетах. Также вы можете обратиться в любую бухгалтерскую фирму. Получается, дополнительную услугу оплатила, и пока год могу сидеть. Да, вы тогда себе экономите время. Я вот тоже, когда начинал, я, допустим, тоже первый раз отчет пытался сам заполнить. Потом там формула, допустим, 401, форма такая, формула, пока в каждой разберешься, тебе день надо потратить. Поэтому я просто позвонил знакомым бухгалтерам, договорился, они мне сделали, все, у меня голова не болела. Если, допустим, вы индивидуальный предприниматель, то вы сдаете отчет один раз в год, то есть до 30 апреля. Если есть возможность там тоже экономить. Вообще с налогами нужно работать очень осторожно и правильно. Поэтому бухгалтер, это у вас должен быть друг. И МФЦ открыли же еще. МФЦ для предпринимателей. Да, есть различные государственные поддержки. Я вообще для всех очень кратко и четко ясно, да? У нас все вы, как физлица, ходите в мои документы, МФЦ, знаете же, да? Точно такой же открыт «Мой бизнес» называется. Это принцип одного окна для юридических лиц и предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, в том числе самозанятых. Здесь, в городе Якутске, это находится в бизнес-центре, Кирова 18, блок Б, и там есть указатели соответствующиеся. Это когда идете в синема-центр, грубо говоря, с Кирова, вы сразу его увидите. А так, мы в прошлом году в районах открыли, для тех, кто по интернету, да, в 4 районах открыто уже, и до конца текущего года мы планируем открыть еще в 6 районах. Уже 4 уже открыто. В том же Нерингре, в том же Усьмае, на прошлой неделе открыли, в Амге, в Нанцах в прошлом году. Там, где открыли эту информацию, кстати, тоже можете узнать все пользователи интернета на сайте portal.b14.ru или в любом поисковике забиваете «Бизнес-портал Якутия». Сразу выходит этот сайт. Да, это очень удобно. И не стесняйтесь задавать там глупые и не глупые вопросы. Они обязаны помогать, потому что мы работаем, платим налоги, да, они за счет этого получают зарплату. Это очень удобная система. И по поводу с чего начать, да, все спрашивают. Мы в прошлой встрече тоже здесь провели, здесь около, сколько человек было у нас? Да, выше 100 человек было, да. Мы же не можем конкретно говорить. Самое простое, да, то, что вы умеете, оттуда и начните. Например, если вы хорошо поете, пойте за деньги, да. Если вы хорошо рисуете, пробуйте рисовать там. Себя ходить надо предлагать. А потом там вы научитесь, как, да, если не заработаете, вы там научитесь первым шагам предпринимательства. Там как-то что-то делать, там как что договариваться, как за сколько продать и так далее. Потом уже постепенно опыт наберете и пойдет. И все вопросы, мы-то как бы немножко старшего возраста, да. Сейчас, когда даже дети меня спрашивали раньше, да, я говорю, есть же, вы же в телефоне сидите, WhatsApp, там, везде же сидят, да, Instagram. Нажимайте там, подберите там слова, да, что делать, где какой документ, все подсказывает же здесь. Можете, самое всегда я советую так, да, хотя бы 3 источника посмотрите, посчитайте, может быть один кто-то написал ошибочно, да, если 2-3 смотрите и там, среднюю посмотрите, куда идти, что делать и какой бизнес лучше, не лучше и так далее, да, и уже можете сами выводы сделать и начинать. Да, еще возвращаясь к той теме, да, чем заняться, да. Лучше заняться, конечно, тем, чем, то, что вам нравится. Самый главный успех будет там, если лишь бы заработать деньги, да, заниматься там, или таксовать, или лишь бы заработать. Если поставите такой вопрос, да, это проект недолговечный. Надо заниматься тем, чем вам нравится, и тем, что вам достает удовольствие. Понимаете? Работаете, Сандара, да, ей нравится, делать шоколадки, да. И очень хорошо, что она в свое время подошла ко мне, да, мы с ней очень долго беседовали, да, я ей, не секрет, что я, очень много посоветовал, веду даже, она звонит мне, пишет мне, постоянно советуется, и то, что уже результаты есть.
уже свою продукцию она продает уже в другие регионы, понимаете? Она вот шоколадки, вот в тот раз я у нее был, я вообще очень приятно был удивлен. Партию заказали в Москву, это с Якутска, заказывает шоколад в Москву. Представляете, это же здорово. Видите? И надо заниматься тем, чем вам нравится. И не обязательно то, что местонахождение, да. Сандар, конечно, город это нормально, да, но многие живут в деревнях, им тоже очень тяжело, да, в деревне. В деревне, ну, где работа есть? Это в детском саду можно найти работу, в школе, там, в ЖКХ, в этом, как его, да, больница и все, больше работы нету. А в деревне, да, возьмите, да, там, как бы, рынок сбыта очень маленький, да, ну, 600 человек, да. Уже есть продуктовый магазин, да, уже туда не полезешь, да. И надо уже думать другие механизмы, да. Вот мы вот с Трофимом Савичем, да, тоже постоянно думаем, да. Есть очень ювелиры есть в деревне, которые могут сделать какие-нибудь там сувениры под Новый год, да. И вот мы думаем, да, вот создать какую-нибудь площадку, да, вот они могут договориться вот с большим бизнесом, да, вот с тем же Ростором, да, и поставлять свою продукцию туда. Я думаю, тоже востребована будет какая-нибудь красивая игрушка. Человек пойдет в Ростор, посмотрит, купит, да, и подарит на Новый год. А эту игрушку уже можно сделать не обязательно же в городе, можно где-то в деревне можно сделать. Тут же самая главная идея должна быть и желание. Если желание будет, можно везде жить, да, это не означает, не обязательно в городе, можно и в деревне жить, но также успешно заниматься бизнесом. Так что можно заниматься тем, чем вам нравится. Так что занимайтесь, не бойтесь делать первые шаги. Самое, то, что народ боится, да, вот делать первый шаг. Вот в прошлом году тоже подходили бюджетники ко мне, да, вот женщина тоже средних лет, муж тоже, зарплата очень маленькая, ипотека, детям не хватает, на ту же одежду, на это, во всем мы ущемляемся, там зарплата у одной 30, у другого 40, ну, как бы, еще плюс ипотека. Ну, я тоже у них спрашиваю, что вы хотите вообще? Что вы хотите? Мы хотим быть бизнесменами, мы хотим быть богатыми. Я говорю, ну, пожалуйста, надо встать и просто-напросто заниматься этим. Но с чего начать? Вроде бы вот так надо создать сначала бизнес-план, это все вот так рассказываешь, вроде бы все понимаешь, но сделать первый шаг это самое трудное. Вот они вот боятся вот первый шаг переступить. И когда начинается, вот, а вдруг не получится, а вдруг то не получится, а вдруг то не получится. И в конечном итоге вот эта чаша, да, перевешивает их, вдруг не получится. И все, они уже закрывают этот проект. Да не, мы лучше будем сидеть на этой зарплате, зачем нам вот это все, ну как бы нам ничего больше не надо, все. И человек ломается, уже ставит крест на своей мечте. Это, я думаю, неправильно. Надо быть, успешные люди, да, они немного безбашенные. Вот человек идею рассказывает, да, и думаешь, это же нереально, но люди берут и делают. У нас же есть уникальные ребята, братья Ушницкие. Вот наши вот близкие друзья тоже. Ну, кто мог поверить, что ребята из Момского вуза, да? Сейчас где они живут-то? Долларовые миллионеры. Создали игрушки. Это же вообще уникальная жизнь. Видите, и ничего невозможного нету. Самое главное поверить в себя, в свои силы. И быть настойчивым, идти вперед. Хоть что бы вы ни говорили, у тебя не получится, у тебя это, не надо никого слушать, надо слушать только себя и надеяться только на себя, тогда у вас все получится по жизни. Всем еще раз привет, меня зовут Сандара, у меня шоколадная мастерская Тота Чоко. Хотела дополнить вот Афанасия насчет района, что там сложно все-таки заниматься бизнесом и так далее. У меня есть очень много знакомых, которые именно занимаются бизнесом в Улусах, но продают, например, по всей республике, даже в другие районы отправляют. Например, девушка в мае, она вяжет шапки, шарфики и отправляет в другие города России. Либо Надежда Тихонова, она живет в Сантаре и ведет онлайн-курсы мотивационные по всей республике также. В принципе, в наше время интернета границ нету вообще никаких. Даже если, скажем так, вот конфетами заниматься, да, то я сама лично не знала год назад, что конфеты можно вообще делать самим. Вот. И изучила все это в интернете, все оказывается, все просто, легко. И, как сказал Афанасий, главное не бояться. Вот
поднимите руки, пожалуйста, те, у которых пока нету бизнеса, но очень хочет открыть. Что-то, да. Да, открыть что-то. И скажите, почему вы еще не начали? Ну, к слову об этом я начала до того, как познакомилась с ним. Да. Вот самый большой страх на самом деле это может быть, ну, для большинства это потерять деньги, да, наверное. Вот вложиться во что-то, может быть, деньги большие какие-то, и страх того, что ты прогоришь, что идея не взлетит и так далее. Но на самом деле, как я поняла, самое важное это все-таки опыт. Вот, например, в наше время в основном для начинающих мы сейчас живем в таких комфортных условиях, да, для бизнеса и вообще для человека, и поэтому страхов еще больше. Например, в 90-е, вот 2000-е и так далее, когда большие предприниматели только начинали, они начинали потому что реально было как-то выживать, что-то делать. И они просто из-за этого желания прокормить свою семью начали что-то делать. А сейчас у нас еда есть, теплый дом есть, и поэтому страхов много. И на самом деле, вот если вы решитесь, прямо так сядете решительно и скажете, да, я смогу, и сделайте первый шаг, просто опубликуйте первое объявление. Я на самом деле тоже очень долго ждала, когда в свой профиль опубликовала, принимаю заявки на конфеты, ручной работы делаю сама. Прошло, ну, несколько дней, правда, недолго решалась, но волнительно было все-таки. Но если не закажут, если будет неинтересно, но это же только ваши страхи в вашей голове. Никто же не знает, что будет на самом деле. Я тогда не знала год назад, что буду отправлять эти шоколадки в Москву, что будут большие корпоративные заказы в масштабных, например, в республиканских форумах, что корпоративный заказ также будет на большое количество, на открытие офиса, мой бизнес и так далее. Вот. Мы об этом в начале пути не знаем, но боимся сделать первый шаг. А вот когда решимся и скажем себе «да», это уже все, дальше изи, скажем так. Потому что все вопросы, как уже сказали, есть в интернете. Любые вопросы, любые проблемы можно найти не только в интернете, но и посоветоваться у знающих людей. Вот как раз-таки министерства очень помогают. Мне, например, как только начинающему предпринимателю, очень много вопросов было неизвестно, скажем так. Даже по налогам я не знала, какой надо выбрать, какие вообще есть и какие различия. Но благо, мы же все люди, все, ну если нормально спрашивать, будут нормальные ответы. И не надо бояться, например, выйти на связь с госслужащими, может быть, с какими-то успешными людьми. Я же в любом случае Афанасия Павловича с детства не знаю. Вот только год назад познакомились, очень боялась сама написать в директ, писала, как и вы, наверное, да, многие. Ответа не было, потом еле-еле откуда-то нашла его номер, боялась позвонить, и поэтому написала просто в WhatsApp, ждала ответ, день, кажется, не помню. Ответ пришел, позвал на встречу, переволновалась сильно, конечно же, пришла за 15 минут, чтобы показать, что я пунктуальна и так далее. Ждала, и на самом деле, вот когда встречаешься с человеком, вот все это волнение, все эти страхи куда-то исчезают. Просто надо понять, что мы все люди, все мы человечные, готовы поддержать друг друга, сказать «да», может быть, и все. Страхов не должно быть. Это все в нашей голове. И заказы начинают поступать с Москвы. Да. Еще вопросы, да? Конечно. Так, ага. Тут, ну, как бы по желанию, да, покороче отвечайте, как говорят, и микрофоны поближе, да, чтобы слышно было. Так, спрашивают, 3 показателя успешности продукта или услуги. Так, ну, вообще вопросов много.
переработка сыром, когда ну, типа ООО или ИП, это, наверное, уже частный вопрос. Ну, как бы, что лучше в деревне что открывать? Участвовать, вот этот технопарк, если идеи есть, кому подойти? Технопарк, кому подойти? Участвовать в грантах. Ленина 1, проспект Ленина 1, там у нас открыт IT-парк, сразу можете туда подходить, и там на ресепшене стоит девушка, и у нее уточнить, кому подойти. Хорошо, вот это уже. Так, куда будет правильно инвестировать деньги? В какой сфере выгоднее? Личное мнение Афанасия. На самом деле, вот те, кто просит инвестиций, да, очень много вообще вариантов. Мне тоже очень много обращается и ищут инвесторов. Я понял, это хочет инвестировать туда, да? Товарищ, который спрашивает, он хочет куда-то инвестировать, да? Куда будет правильно инвестировать деньги? В какой сфере выгоднее? Тут даже, Это зависит от... да, это, конечно, сложный вопрос. Тут невозможно, это все равно тот же вопрос, чем заниматься мне. Тут же вообще путей очень много. Да, путей очень много, да. Я вот конкретно, вот куда вам вложить свои деньги, я не могу сказать, да. Не быть ответственным в этом. Еще есть такой вопрос, да. Он спрашивает, на что бы вложили каждый спикер каждый спикер по 2 миллиона? На какую сферу? Это очень хороший вопрос. Мы, вот якутский менталитет, да, как бы, я интересуюсь, как бы, да, мы очень любим своих родных, особенно детей, да. Вот у кого есть дети, руки поднимите, пожалуйста. А было такое, что у вас денег мало, но вы ребенку все отдаете? Ну, да, там даже, вот, например, у вас одна обувь, зима наступила, вы ходите в кроссовках, но ребенку покупаете все, да? Все покупаете там и так далее, тренировки. Я думаю, вообще, сейчас молодым надо будет подумать, вот именно, вот, мы же в основном 9-8 месяцев сидим же дома, да? И что-то там мастерим, читаем, воспитываем детей, да? Вот на детей, вот именно Якутии, я думаю, что большинство всего детей очень любят и не жалеют денег. В этой сфере надо посмотреть, обратить внимание. Потому что вот даже если у кого есть дети, да, сейчас согласитесь, например, сентябрь наступает, да, и кружки все забиты же, танцевальные, там всякие разные, творческие, все забиты за деньги. А каждый родитель может 5000 найти, да, чтобы ребенок занимался неделю, там, 1 или 2 раза, там, да, куда-то ходил. И потому что мы детям вкладываем будущее, да, это самые выгодные инвестиции, говорят, да, в мире. Если мы ребенка вложили там на развитие, грубо говоря, в течение жизни 1 миллион, может быть 2, 2 миллиона как раз мы хотим вложить, да, а вдруг он учебу закончит, будет работать, да, и сделает, успешным человеком будет, и эта инвестиция 2 миллиона превратятся там на миллиард, например. Успешные же у нас предприниматели есть, далеко ходить не надо, вот вы говорили, да, вот Ушницкие, Индрайвер и так далее, но вот все равно вот дети будут развиваться, и они эффект дают. Поэтому именно вот на обучение детей, не знаю, и какие-то вот эти надо посмотреть, подумать. На эту сферу надо посмотреть, чтобы организовать вот такой бизнес. Кстати, там вложений мало. Я коротко тоже отвечу. Я, в принципе, госслужащий, я не предприниматель, да? Но с точки зрения, вот как частное лицо, я бы все-таки вложил на образование вот эти 2 миллиона, которые сейчас вот в этом моменте. Не которые там 10 лет 2 миллиона или 20 лет назад 2 миллиона. А вот все равно в самообразование это все-таки, я думаю, лучшее вложение. Думаю, ответ 24-летнего человека не будет таким серьезным, но и значимым может быть. Но, скорее всего, я бы, как говорится в финансовых книгах, вложила бы в несколько сфер 2 миллиона, скажем так, не только в один бизнес, а, скажем так,
1/4 для себя на саморазвитие, 1/4 стартап, 1/4 во вклады в какие-то банки и, может быть, 1/4 купить какие-то акции. Это было бы моим решением. Я свои 2 миллиона куда вложу, да? Ну, я сейчас вот соглашусь с Трофимом Савичем, это, конечно же, инвестиции для любого человека, это будущее, это дети, да? Сейчас я инвестирую в свою дочь, Айталину, она учится в Бостоне, в Америке, в бизнес-школе, и сейчас все инвестиции идут туда, да? И вообще, да, вот по воспитанию, да, вот мне очень понравилась, да, одна фраза вот Трофима Савича, да, у него сын учился в Шанхае, студентом был, да, и что он сказал, да, сын просит денег, да, ну, бывает же такое, вы, студенты здесь есть же, наверное, да, парни есть же, да, вот они вот звонят и, ну, как бы, и просят денег у отца. Но отец что говорит? Ну мать он отвечает матери, да, если ты хочешь испортить сына, вот деньги иди отправляй. Понимаете? Надо дать, чтобы он сам начал добывать. Не так, чтобы он просит, даете, просит, даете, просит, даете, да, и это будет бесконечно, и тем больше вы даете, да, тем вы человека делаете беспомощным. Он уже будет уже постоянно просить, а если денег не будет, он, соответственно, кушать хочет, одеваться хочет, и он уже начинает думать, как заработать первые деньги, да, как что сделать. Побольше надо самостоятельности. Вот студенты, да, вот приезжают в Якутск, я вот постоянно наблюдаю картину, да, вот мама с сыном, мама с дочкой за ручку, и они возле вот этого северо-восточного университета вот кругами ходят, а я как дочку провожал, да, она улетала в Бостон, да. Я вот приехал в аэропорт, вот в Якутск, да, там стоянка платная, да, я тоже деньги считаю, да, я говорю, доча, ты, да, не на бесплатно, я говорю, доча, у нас попрощаться, говорю, ровно 5 минут. Я чемодан достаю с машины, ей положил, говорю, обнял, говорю, все, доча, пока-пока, я поехал, все, сел и уехал, она вот, бедная, пошла туда в зал, потом она полетела в Москву, поменяла аэропорт, потом полетела в Нью-Йорк, потом там тоже что-то меняла, или то ли аэропорт, или там терминал, потом она полетела в Бостон, она прилетает в Бостон, ее никто не встречает, она стоит и должна поехать по какому-то адресу, это, ну, дать возможность, когда человека из зоны комфорта вытаскиваешь, да, он уже начинает думать, уже как бы голова начинает думать. А если постоянно я ее водил бы, я приехал бы в Бостон, дочка, вот, что хочешь покушать, начал ложкой кормить. Она никогда как бы ничего не добьется в жизни. И я сейчас очень рад за нее, да, то, что она очень самостоятельная стала. Вот буквально она вчера вот сдала экзамены, да, по английскому, из 100 баллов она 98 написала. По английскому. Это здорово. И почему вот бизнес-школа, да, вот когда произошла революция, мы все знаем, да, до этого были у нас очень хорошие меценаты, были, да, вообще были патриоты Якутии вообще. Вот я вот пример беру с меценатов, вот Семен Петрович Барашков один чего стоит, да. Когда мы были дети, да, учили в школе, нам постоянно говорили, вот лампочка Ильича, говорили, вот пришел Владимир Ильич Ленин, поэтому у нас появилась вот эта лампочка. Оказывается, до революции в 1913 году уже в Хатгаласском Улусе у него, да, в поместье, он с Германии уже был парогенератор. Представляете, какие люди жили? Продвинутые, да? И было уже электричество не только в своем доме, да, а в доме прислуги, в Хотоне электричество. Это, посчитайте, что это такое, да? Я сейчас вот не представляю, с Германии, но сейчас-то еще можно, там сдал какую-то транспортную компанию, а тогда вот этот локомобиль, да, этот, притащить из Германии сюда, да, это чего стоило, да? И вот огромный труд он что сделал, да? 100 гектаров леса, да? Он из 100 гектаров леса, он все расчистил, да, и сделал поле под пшеницу. Да, пашни Барашкова, да. Вот представьте, да, вот сейчас еще штили, да, а тогда как они вот это все пилили-то, вот этот лес, да, как выкорчевывали, да, ладно, там спилил дерево, да, но надо же корни брать, потом распахать надо, вот это сеял, да. И самое главное, вот у него в истории, да, самая доступность, самая бедная семья могла позволить, да, вот привезти вот свое зерно, да, и на молотилку, да, и рассчитаться, и он, ну, как бы оказывал этим услуги, да.
А не так, чтобы ночью сидит, да, вот, и вот это, как, ну, все знаете, да, вот, Порно, да, вот сюда. А он помогал вот этим, да, и был очень большим меценатом, да, построил больницу, да, построил церковь, да, построил школу, да, и даже в те времена, да, вот Кулаковского, да, Алексея Елисеевича, да, он, ну, как бы нанял его, чтобы он работал учителем в его селе, да, чтобы он дал образование вот своим близким, да, это тоже много же чего стоит тоже. Вот меценаты, они были, вот, это были такие же предприниматели, как мы, да. И вот нам, предпринимателям, сейчас вообще надо равняться на них, да, вот то, что я стараюсь делать, да, и то же самое делать. Конечно, я сейчас не могу строить больницы, да, вот такие онкоцентры не могу позволить построить, да, но все равно я стараюсь делать все, то, что в моих силах тоже. Ну вы это, наверное, видите, вы слышите, наверное, да? Да. Так что, вот так, там вопросы есть, да? Да, есть очень много вопросов. Надо ответить на этот вопрос, потому что очень много спрашивают. ООО или ИП для новичков, что выбрать? Ну, ИП от ООО различия, конечно, есть, но здесь нужно выбирать от вида деятельности. Сейчас ИП или ООО зарегистрировать это буквально 3 дня, сервисов достаточно очень много. То есть достаточно зайти, допустим, на белую среду, и через 3 дня вы уже будете иметь свидетельство об ИП или ООО. ИП чем различаются, допустим? ИП чуть-чуть проще отчетность, легче управлять деньгами, чем ООО. Но если вы хотите заниматься какой-то более широкой деятельностью, то лучше ООО. Опять же, это зависит от вашего вида деятельности, чем вы будете заниматься. Но пробовать я все-таки советую с ИП, потому что легче закрыть. То есть ИП вы открыли в течение 3 дней, и в течение недели вы можете закрыть. ООО закрыть немножко сложнее будет. Еще скажите про пенсионные взносы. ИП надо внести обязательно? Не слышно? Про пенсионные взносы, да? Да. Ну это налогообложение, то есть ИП, это получается, вы ежегодно оплатите пенсионные взносы, обязательно, это сейчас около 33 тысяч, плюс вы платите налоги. А ООО вы платите налоги, заработные платы. То есть если ИП, вы все деньги, которые поступают вам на счет, вы ими сами распоряжаетесь и с них платите налоги, то с ООО счета вы себе начисляете заработную плату и оттуда платите налоги. Поэтому здесь вот и нужно выбирать от вида деятельности. Ну вот еще Сардана, по-моему, Ну, я бы хотела сказать так, что всегда надо думать своей головой, да, и руководствоваться здравым смыслом, да. Ну вот, например, да, говорят, ООО и ИП чем отличается? Ну, ИП несет по своим обязательствам полностью личным имуществом. Вот, например, будет договор у вас какой-нибудь хозяйственный, да, и вы прогорите. И вы будете нести, вот, например, та же квартира, ее вполне могут отсудить. Если у вас будет ООО, у вас там есть уставной капитал в размере там 10 тысяч, да, ну и, честно говоря, вот ответственность на этом практически заканчивается, да. Но это тоже, ну, как сказать, двоякое понятие, да. Тот же ИП, правда, легче закрыть. ООО очень тяжело закрыть. Иногда бывают случаи, когда там перепродают центральную полосу России, еще как-нибудь пытаются скрыть, да. У ИП еще есть фиксированные платежи. Эти 32 тысячи вы будете платить в любом случае, даже если у вас там прибыль нет. В любом случае, фиксированный пенсионный фонд, там, вы обязательно будете платить, да, фонд социального страхования, территориальный фонд. А ООшки, если у вас там пока не получилось, вы можете написать, что у вас, ну, на расчетный счет деньги не поступили, пишите, что у вас налогооблагаемая база 0, с нуля 0, и практически вот ничего не платите, да. Но реально решать только вам. И вот даже когда говорят, а бизнес не открывать или не открывать, да, вы всегда понимаете, что никто за вас не может решить, тот же Афанасий Павлович, да? Вы берете ответственность на себя. При этом вот девушка сказала, что а почему я должна открыть и так много знать? Ничего подобного. Там достаточно иметь здравый смысл и образование на уровне среднего. Вот понять вот эту налогооблагаемую базу и так далее очень легко. Единственное, да, хорошо нужно знать русский язык, потому что договора в основном пишутся на русском языке, да, на якутске только если с переводом будет, да. И нужно понимать, вот именно, когда вы читаете договор, свои обязанности, что вы гарантируете, да, и что вам гарантирует другая сторона. И при этом всегда стараться все-таки вести много, ну вот именно когда вы ведете деятельность по, именно как предприниматель, да, в бумажном виде. Или в электронно-цифровой подписи, да. Если у вас будет договоренность на уровне, давай я у тебя куплю, я тебе там деньги отправлю, а тут, соответственно, ну да, деньги отправляй, дал свои реквизиты. А если у вас не будет договора, и он вам ничего не отправит.
Вы будете ходить долго-долго доказывать, да, и никто вам ничем не поможет. Всегда вот надо вот именно, когда предпринимательская деятельность, старается фиксировать это, да, и, ну, реально нету такого, чтобы у нас были очень сложные договора. Ну, я не видела, по крайней мере, да. Даже если говорите, что, а у нас банки что-то делают, сейчас уже все-таки намного легче, чем в 90-е, да. Какой-то, ну, закон сейчас намного стал, ну, понятнее, лояльнее, да. И такого ошибка нету, чтобы реально были вот случаи, когда кидают предпринимателей не так много, да, но они есть. Вот у нас были случаи, когда человек заплатил за вагон сахара, в ответ пришел воздух. И ему так даже не помогли на уровне вот АБ подняли, прокуратуру подняли. При этом он получал кредит в Сбербанке, и Сбербанк говорит, а вы знаете, вы обязаны платить. И то, что его практически, ну, реально кинули, да, а человек, получается, залог, например, банку отдает свою квартиру, да, то уже ничего не сделаешь. Поэтому всегда же, и почему вот, например, полагаемся, вот тоже опоре мы стоим, да, мы всегда стараемся разговаривать и говорить, а вот знаете, вот, например, опора представлена во всех регионах России и за рубежом, да, и есть филиалы. Мы можем тогда спросить, а вы знаете, этот предприниматель, правда, есть, он работает? Потому что реально, да, вот, например, такие случаи очень, ну, как-то, сейчас, конечно, не так много, да, но они есть. Спасибо. Еще хотел добавить, действительно, вот я как юрист очень часто сталкиваюсь, вот именно когда вот предприниматели страдают из-за юридической неграмотности, вот не смотрят договора, там, допустим, ответственность не смотрят, а потом, когда ответственность наступает, то очень сложно потом бывает доказывать. Либо, допустим, вот как Сардана Викторовна сказала правильно, о том, что, допустим, перевод, допустим, денежных средств, с какого момента начинается ответственность, как она начинается. Вот передача денег каким образом была. Обычно он даже забывает взять расписку. То есть отдали и деньги отправили. И вот доказать о том, что человек получил деньги, уже сложно. То есть начинается вот целая работа вот этого доказывания. Поэтому к этим вопросам тоже нужно относиться очень внимательно. И вот еще хотел добавить то, что вот ООО сейчас не несет никакой ответственности, учредитель. Тут уже тоже есть целая практика субсидиарной ответственности. То есть на директора либо должностное лицо, который привел организацию к банкротству, сейчас государство у нас налагает субсидиарную ответственность, либо должники. То есть тут не надо думать о том, что если я его открыл, значит ответственности никакой не буду нести. То есть всегда предприниматель несет какую-то ответственность. Из зала вопросы есть, да? Зала задавайте. Тогда Да, давайте. Так, вопросов много. Что насчет поставщиков, да? Поставщики, где и как правильно их выбирать? И еще один вопрос. Как наладить поставки в другие города? Как их найти и как самим поставлять? Поставщиков находить просто. Если вы что-то продаете там или что-то производите, тоже интернете все ищется. Там надо искать и находить, выходить, и проверять надо, есть ли у них задолженность, есть ли судебные там всякие вот эти судебное производство, задолженность, все это проверяется. Есть эти агрегаторы, как называется? СКБ-контур, честный бизнес. Да, СКБ-контур, честный бизнес и так далее. Там все расписано. Даже сейчас вы зайдете, да, напишите свое имя и отчество, да, и напишите город Якутск, ваши данные все вы увидите сами. ОГРН, НН, все написано, все в свободном доступе. Соответственно, вот так вы можете проверить. И желательно, если вы большой объем чего-то хотите перечислять и так далее, да, если это, как говорится, если вы вложили квартиру там, да, на 5 миллионов рублей и что думаете, что это жизненно важно, лучше съездить, посмотреть, зайти в склад, там, производство, это все показывает. Потому что сейчас вот кризис усиливается, да, и каждый покупатель на счету, он как человек, который носит тебе золотые яйца, да, а что я не буду показывать? Пожалуйста, и все лояльные. Потому что он же будет, если все нормально работать там, скажем, десятилетия же, да, и приносить прибыль компании. Еще такой вопрос, вот, как наладить поставки в другие города? Другие города поставки. Сейчас, например, я еще раз говорил, помните, вот Якутия это крайний север, да, у нас очень много поставок сюда идет, и отсюда все пустые машины, пустые контейнера идут. Поэтому отсюда доставка более-менее легче, если объемная.
И транспортная компания есть, у них получается в основном обратная поставка дешевле получается. Если с Москвы 40-футовый контейнер с Москвы до сюда 370 тысяч стоит, да, 40-футовый контейнер, если 25 тонн загружаете. А в обратку он дешевле может быть. А фуры, да, машины, которые ездят там с Владивостока, Новосибирска, с Москвы, например, грубо говоря, если с Москвы фура где-то 700, 650, ну минимум, да, 792-футовая фура, да, 1000 рублей до сюда. Обратно они готовы за 400 отвезти, потому что пустой ехать не хотят же. Поэтому они, когда сюда едут, ищут, все время объявления дают, там, что-нибудь отправьте, там, рыбу, да, даже готовы, не дрова, конечно, да, что-нибудь, да. Конечно, они поставку находят в районе Читы, Иркутска начинают находить, потому что там, да, а отсюда практически нет. Вот с точки зрения государства, вот, как выйти на экспортный рынок, да, если вы уже работающий предприниматель, у нас существует центр, ну, институт, который работает на поддержку экспорта. Называется Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Соответственно, оно вам поможет, как заключить экспортные контракты с теми или иными вашими потенциальными партнерами, которые находятся за пределами Республики Саха-Якутия. Соответственно, вот, я вас всех призываю вот, пользоваться всеми нашими сервисами. Вот правильно Александр сказал, Сардана тоже говорит, то, что институты на самом деле все есть, да, которыми вы можете пользоваться, но, скорее всего, вы о них не знаете. И для этого как раз-таки вот созданы наши вот, центр «Мой бизнес». Кроме того, вот все вот азы по налогам там, и так дальше, да, вы можете пройти бесплатное, еще раз повторяю, бесплатное обучение в нашей бизнес-школе. А это их задача, вас обучить. Вы туда просто должны, ну, от вас должен быть запрос. Вы захотите, да, это наше подведомственное учреждение. Они бесплатно обучают всем азам и налоговых, и как выбрать бизнес и так дальше. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. Я как раз-таки вот недавно обучилась месяц, кажется, в бизнес-школе, в бизнес-инкубаторе. Прошла обучение. Скажу вам, обучение было бесплатным, но знания, которые там давались, были очень актуальными и очень полезными. Прямо вот сидели и сразу реализовывали все, что мы там обучили. Стоимость, по идее, вот примерно таких же курсов, скажем так, да, в коммерческих консалтинговых, может быть, организациях около 50 тысяч, может быть и выше, а в бизнес-инкубаторах это бесплатно. Куда подойти адрес? Бизнес-инкубатор находится переулок Энергетиков 2А. А еще раз повторяю, все это вы можете получить через принцип моего окна. Это в центре «Мой бизнес». Если вы туда подойдете и спросите, как мне пройти обучение, они вам подскажут, где, как, вам возьмут ваши контакты, и вам перезвонят, и все объяснят. И, кстати, еще раз одно дополнение. Когда вы с ними контактируете, ваш номер у них остается, и всю информацию они вам отправляют. И вот недавно была рассылка насчет месячного бухгалтерского, финансовой грамотности, бесплатная работа с бухгалтером, в общем-то. Такие услуги, такая поддержка от государства тоже есть. Надо просто подойти в «Мой бизнес» Кирова. Я тоже могу добавить, я вот тоже недавно обучился в «Мой бизнес» по программе Fast Force. У нас был акселератор по туристическому направлению. То есть мы учились 3 месяца, очень хорошо с ребятами всеми подружились, было интересно, проводили разные игровые программы для предпринимателей, как на командообразование и так далее. По результатам всем выдали дипломы официального образца. И нас вот 4 потом ездили на Synergy Global Forum. Это вот где выступал Шварценеггер. То есть абсолютно бесплатно нас бизнес-школа отправила туда. Вот. Поэтому пользуйтесь возможностями. Также можете стать дистанционными резидентами бизнес-инкубатора. Можете стать резидентами бизнес-инкубатора, IT, допустим, парка. Да. То есть возможностей сейчас много, просто о них надо знать и ими пользоваться. Вон вопрос. Меня зовут Наталья, я просто Афанасию Павловичу недавно обращение писала, такое, как сказать, объяснить. Так получилось, что я сама многодетная мама, я с мужем
сейчас вот не в тему, да, вот насчет ИП, а я просто как чисто по-человечески, как обращение о помощи. Так получилось, что мы снимаем квартиру сейчас, да, у нас квартира аварийная, и так получилось, что, ну, снимаем. И хотела сказать, что у меня муж после 2 операций сейчас, он должен быть 3-й операции у него. И так получилось, что у меня сейчас с деньгами очень большая проблема, честно скажу, да, у меня даже детям просто вот не могу много чего купить. А так, конечно, я сама подрабатываю, а сама посижу по уходу. И хотелось бы обратиться, вот, да, вот, как, получается, к Насю Павловичу с просьбой большой, да, если есть возможность, да, вот, если чем-то можете помочь, я была бы очень рада, как бы, да, сейчас вот просто очень тороплюсь, ребенка усыпила, перебежала сюда, и мне надо идти, из-за этого вот посидела, послушала очень много, да, и хотелось бы, конечно, что еще сказать, я не знаю, в таком обращении у вас бывает или нет? Такое, как-то Нет, да, таких обращений очень много. Каждый день я получаю десятки писем. Десятки писем, это только писем, и плюс пишут директ, куда я вообще не заглядываю, там очень много писем приходит. И, ну, в основном вот такого характера. Но я тоже вот смотрю, да, вот эти письма, да, но тоже у меня, ну, как бы такой возможности не хватает вот всем помочь, да. Я тоже вот стараюсь, да, вот по чуть-чуть, да, ну, кому-то помочь, да, но я вот, вы спросили, таких писем очень много. Вы сейчас оставьте свой телефон мне, хорошо? И, да, свой телефон, я с вами выйду на контакт, да, и мы с вами вот это, ну, как бы в частном порядке, да, поговорим, хорошо? А вот молодому человеку запишите телефон, У меня вопрос по поводу УТП, получается. Вы помните, говорили, что есть около 200% зарегистрированы по запчастям. У меня вопрос по УТП, то что вот когда человек создает бизнес, первым делом это бизнес-план получается, да? И вот как разработать правильный УТП, как стать лидером на рынке, в конце концов, чтобы сидеть, ну, здесь рядом с вами в итоге когда-нибудь. Спасибо. Как разработать бизнес-план, да? Как разработать бизнес-план? Нет, УТП именно. Уникальное торговое предложение, которое как именно отличаться, как стать именно лидером. Про этот вопрос тоже в прямом эфире было 3 показателя успешного продукта или услуги. Примерно такое же. Чем заниматься, изучайте эту тему. Да, тут однозначно сказать, чем-то заниматься одним, да, вот это тяжело, да, чтобы рядом с нами сидеть, да. Я до этого говорил, да, то, что занимайтесь тем, чем вам нравится, да, и нету тут такого барьера, да, что можно заниматься всем, делать той же пищевой, да, промышленностью заниматься, да, те же пирожки печь, да, те же круассаны печь, да, это тоже прибыльно, та же кофейня, да, вот, да, та же кофейня. Ну, любая услуга, любая продажа, это, ну, как бы, это зависит только от вас, как вы поставите вот это дело, да? Как вы этим будете заниматься и какое будет ваше желание от этого. Самое главное, я еще раз повторю, то, что зависит же от каждого. Да. А так именно вот этим. В общем, дополни. Чем вы хотите заниматься, это надо изучить. Как бы, да? Например, если вы хотите ручку продать, да, грубо говоря, ручку хотите продать, значит вы должны продать. Кто ручку покупает много? Школы, да, возле школы надо открыть, да, этот магазин или что-то там, да, или возле СВФУ и так далее, да. Там надо стоять, проверять там поток, сколько людей проходит, опросы делать, да, сколько ручек кто должен покупать. Потом она какая должна быть, многоразовая, одноразовая и так далее, там, да. И какое время больше ручек покупают? К сентябрю же, например, да? Ну, в общем так, это просто пример ручки. Поэтому все надо анализировать, и потом годовой план там, или двухгодовой календарь смотреть надо, да? И чем вы занимаетесь. Если запчастями, больше запчастей там ходовку делают весной, да? Потому что в Якутии же зимой все ломается, или нет? А весной, когда вот банан, лужа начинается с песком, мы меняем, да, например? Поэтому вот там надо больше товара занести или больше предлагать, чтобы больше продать, да? А сейчас утепление. Сейчас холодно, двойные стекла ставить, вторые там сбоку ставить, да? Можно сходить там, купить оптом вот эти 5 мм, 0,5, 0,7, 5 пленку, да?
двойную. Гараж арендовать, объявление там поставить или парня какого-нибудь с плакатом «Утепляем машину» 2 раза дешевле, чем в Якутске, да. И могут люди зайти, вот мы даже, и, например, вот так заработать можно. Ну, конечно, ИП зарегистрировать надо, да. Вот этот бизнес-план, конечно, звучит громко, красиво. Думаю, что там надо, если я хорошо напишу, там грамотно все это, тогда да, прибыль будет хорошо и так далее. Это хорошо, в принципе, да, но можно попроще написать, попроще планировать. И сейчас очень много иностранных слов, ну, как бы, пошло, да, например. Кочин, не кочин и так далее, да. И люди думают, о, что такое это, да, это сложно. Да, это просто обучение слова, например, да. И бизнес-план тоже. План моих действий, изучение, чтобы начать бизнес чем-то там, да, например. Вот, очень просто. Просто надо это писать, фиксировать, анализировать и начинать. Сразу вас спрашивают, Ростор дает ли товары на реализацию? Несколько человек спросили. Мы до 2014 года товары на реализацию давали, и потом наступил кризис, и у нас где-то на сегодняшний день около 20 миллионов зависло. Нам не возвращают. Потому что, да, есть предприниматели, которые работают, но они тоже, как бы, это обстоятельства, потому что ситуация такая, некоторые находятся в отдаленных северных улусах. Они, например, там же с деньгами тоже туго, они как бы в журнале пишут, да, в долг отдают, потом население идет осенью на рыбачить подледной рыбалкой, потом они привозят якутские продукты, деньги появляются, отдают, да. Вот таких нюансов очень много. Поэтому сейчас мы реализацию не даем. Мы отсрочку платежа можем дать. Отсрочку платежа — это договор заключаем, ага, и там возврат через месяц, 2 или 2 месяца, так, в принципе, работаем. Да? Максим Михайлович, да? Я вот в 2017 году здание сам построил, да, вот у меня вот бизнес производства доставка воды. Я вот в 2017 году участок купил и сам вот построил здание. Там это государство помогает или нет? Субсидии. Ну, поддержка. Я понял. Очень кратко, да, тоже объясню. На самом деле, вот мы, те, кто хочет стать предпринимателем и предприниматели, если мы становимся на этой рельсе предпринимательской, да, мы понимаем для чего. Основной цель предпринимателя, что все знают, да? Заработать и хорошо заработать, да, кто-то хочет. Соответственно, здесь со стороны государства мы создаем только условия, стартовые условия. И вообще в целом такие основные условия поля деятельности, да. Раньше, да, вот до прошлого года у нас было очень много субсидий. Вот до 2017 года. По всем направлениям, особенно производство, да, поддерживали. Вот, возьми, пожалуйста, деньги, иди построй, там, и так дальше, да. Ну, если честно, вот этот принцип, он плохо показал себя, эффективность, да. Соответственно, я не говорю про всех тех, кто получил тогда, да, но есть, существует ряд получателей субсидий, которые в конечном итоге не реализовали. Соответственно, тем самым мы, государство, ну, не то что создает, да, а стимулирует патерналистические настроения, да, то есть иждивенчество, да, если по-простому сказать, да. Но если ты предприниматель, вот Афанасий Павлович, каждый, когда он берет микрофон, каждый раз говорит: я ну, иди до конца, ты должен, предприниматель должен делать то. Соответственно, и по России, у нас в нашей стране, в которой мы живем, сейчас уход полностью от субсидий. Государство должно только создавать условия. Если говорить о финансовых, да, возможно, о которых вы говорите, да, у нас поддержка должна быть имущественная, ну там законодательная, да, условия ведения бизнеса, и финансовая. В части финансовой поддержки это доступные льготные кредиты, займы. В этом плане мы идем. Но в Республике Саха-Якутия мы до текущего года сохранили 2 направления поддержки. Да? Субсидии — это субсидия для социальных предпринимателей, ну, предпринимателей, которые заняты социальным предпринимательством. Да?
либо это предприниматели ну, отдельной категории граждан, да, например, ну, люди с ограниченной ответственностью, возможностями и так дальше, да, но они предприниматели. Для них есть субсидия. И второе направление — это как раз поддержка местного производства. Но сразу скажу, что объемы маленькие. В этом году мы все конкурсы уже провели по 2019 году. И максимальная сумма, и она идет на возмещение затрат создан. И максимальная сумма, которую может получить предприниматель в этой субсидии, это 500 тысяч рублей. Ну, на будущий год следите опять же за новостями. Опять же в тот же центр «Мой бизнес». Да. Там как раз консультанты все расскажут. И второй вопрос, это Афанасий Павлович. Я хотел вот заниматься только вот автозапчастями, да? Ну, какими суммами, вот минимальной суммой можно деньги вложиться, ну, да, начать заняться, да. Я из моего опыта, да, занятия запчастями, я начал с одной фары, с одной банки масла, там с 3 ремней. И вот это все, да, вот у меня помещалось на капоте машины. Я продавал машину, носил с собой одеяло, чтобы капот не поцарапать, ложил на капот. И вот то, что у меня в капоте помещалось, да, вот это был мой старт. Да. И сейчас вот говорить именно, чтобы вот такая сумма нужна для начала, чтобы заниматься автозапчастями, любая сумма. Понимаете, любая сумма. Если сейчас у вас, вы из города, да, или... Да, я здесь, здание есть у меня. Здание есть, да? Да. Ну, в принципе, можно, если здание тем более есть, можно заниматься. Если вот стартового капитала нету, да, можно даже вот, раньше как мы занимались, да, вот я стартовый капитал брал, да, брал на заказ запчасти. Вот человек приходит, да, на заказ, да, я еду во Владивосток и ему привожу эти запчасти. Мы с ним договариваемся, там был такой шапочный договор, там, я привожу вот это, тебе отдаю вот это за такую цену, там он расписывается, да, я ему привожу вот эту деталь, и он расплачивается с ним, и все, на этом мы как бы с ним прощались, да. И тут, в принципе, можно с деревень тоже вот сейчас работать таким же методом, да, с деревень. Вот не каждый же поедет в город, да, за какой-то деталью. И вот они тоже вот, ну, начинают тоже с самого малого. Вот постоянно мы видим, в нашем автоцентре приходят, да, вот мы их уже называем маленькими оптовиками. Они приходят, нам нужна эта деталь. Да, мы им продаем, и они там договариваются с теми же таксомоторными службами, с этими миллионниками, да, маленькую коробку отправили в деревню туда, да, ну, тоже можно заниматься. Почему бы и нет? Да. Так что с любой суммой можно заниматься. И еще немножко о стартовом капитале. Вообще за последний год я очень много общаюсь именно с начинающими предпринимателями. И по опыту общения с ними скажу, что очень многие хотят, ну, опыта, как у меня, скажем так, 0. И сразу хотят начать с чего-то очень большого, с 5 миллионов, с 3 миллионов и так далее. Но в жизни они таких сумм на руках не держали. На карточке, скажем так, у них на счету таких денег не было. И, в принципе, они, ну, многие, кто хотят большим таким бизнесом сразу с нуля начать заниматься, они не знают. И многие, кто так начинал, оказывается, ну вот за год они прогорают, по статистике это так. И, скажем так, вообще по миру 80% денег находится только у 20% населения планеты. Это, скажем так, ну, большинство мы такие среднестатистические люди, скажем так. Есть определенное количество богатых людей, которые имеют в свободном доступе деньги. И сейчас, ну, может быть, даже нелогично просить у государства субсидии и так далее, когда есть такие люди, которые хотят заниматься инвестированием. Можно, ну, не обязательно 3 миллиона просить, да, может быть стартовые 200-300 тысяч. Можно, в принципе, даже в Якутске, по опыту моих знакомых, скажем так, опять-таки стартовый капитал найти у инвесторов. Это, в принципе, реально. Ну или, на крайний случай, кредит взять. Вы воду давно продаете? Уже 8 лет. 8 лет. У вас свой бренд узнаваемый есть же? Вы, значит, кто воду пьет, да, он уже через себя пропускает вашу воду, ваше название, вашей фирмы, ваши бренды. И если вы откроете, да,
они доверяют вам, вот заказывают, соответственно, вам будут доверять и будут брать то, что вы в этом здании что-то откроете, да, и название вот так, тоже как-то так, похоже название придумать надо. Потому что некоторые ценность бренда не оценивают. Потому что бренд японец, да, например, если сейчас посчитать, ну, грубо говоря, да, якутский, он уже запатентовали же, да, в России? Запатентовал. В России никто японец не может магазин открыть японец. Я думаю, что его бренд спокойно сейчас на старте 10 миллионов точно стоит. Минимум. Потому что узнаваемый. Ваша вода, как называется? Сахаква тоже, он узнаваемый. Если там население города его 8 лет пьет, Сахаква там заказывает, наверное, он тоже стоит там 2-3 миллиона как минимум. Я тоже дополню, да, про брендирование, да, вот, то, что Михаил сказал. Обязательно надо брендировать, да, и не просто брендировать, да, надо подавать заявку и, ну, надо, ну, как бы официально оформлять это как товарный знак, да, как товарный знак. Возможно такое, да, если бы я там 15-20 лет назад я не назвал бы, не запатентовал бы свое название, да, сегодня вот кто-нибудь пришел бы, да, он запатентовал бы, да, и сказал, ну, как бы, я японец, Афанасий Павлович, ты вот эту вывеску сними отсюда. Да, вот запросто вот это, я вот это уже видел давно уже, лет 20 назад, я уже знал то, что надо патентовать. Любое название, любое это мое детище, это как мое имя. И буквально вот мы полгода назад судились с федеральной франшизой судились. Да. У них было название, да, авто, японец. А тут они сюда приехали, японец написали, а авто вообще не видно. Да. И в Тугис, да, распространили информацию, свою рекламу, да, японец, да, и народ стал путаться, да. Они приходят, говорят, даже дошло до того, то, что сотрудники этого магазина, да, они представлялись, то, что это филиал японцев. Да, до того дошло. И мы стали с ними судиться, да. У них по всей России 120 магазинов, да, вот этих японцев, да, и все, они проиграли суд. Сейчас мы в ВКС судились отсюда с Якутска, да, и мои юристы, да, отсудили, и вот они сейчас 120 магазинов уже меняют имена уже. Понимаете, вот японец в России один только. Это в Якутске. Так что брендируйте. Вот еще по авторскому праву хочу добавить. Я тоже занимаюсь регистрацией товарных знаков и авторским правом тоже занимаюсь. Авторский, вот, товарный знак это не только название, но это и ваш нематериальный актив, который имеет свою ценность. И ценность он имеет столько, сколько приносит бренд. Ну, все, наверное, знают, да, то, что фактически 80% Кока-Колы это только название бренда. Поэтому к авторскому праву, допустим, нужно относиться очень бережно. Допустим, ко мне тоже вот обращаются вот, и думают о том, что вот как бы и вот думаю, то, что авторское право как бы это только у больших компаний. На самом деле авторское право начинается даже вот в ногтевом центре. То есть если вы вот, как бы начинаете бизнес свой, да, вы открыли, допустим, ногтевой центр самого простого, и у вас есть 3 сотрудника. И сотрудники у вас работают, вы вырабатываете систему, нарабатываете клиентскую базу. И потом этот сотрудник у вас уходит. И получается, когда он уходит, он забирает у вас половину клиентов. Поэтому, а если вы в договоре пропишете о том, что вся, получается, ваша клиентская база является вашим нематериальным активом, и пропишите в трудовом договоре о том, что это является коммерческой тайной, за распространение он будет нести ответственность, то тогда, получается, вы уже себя защитили и свой бизнес. Кстати, вот еще по нематериальным активам и авторскому праву, вот в IT-парке 15 ноября будет семинар. Будет его проводить Шейхудинов Альберт. Ну, вообще будет семинар по авторскому праву, по телемосту. И будет его проводить вот директор Института финансового развития бизнеса. Поэтому, кто хочет, заинтересован, особенно в IT-сфере, вот именно капитализации нематериальных активов, можете подойти. Ну, для более углубленного изучения. Так, вопросы. Финансовое право
Павлович есть. Кто вам помогал создавать бизнес и сколько начинающим предпринимателям деньгами вы помогали? Два вопроса. Но когда я начинал заниматься бизнесом, да, это сначала это было уголовно наказуемо. Да. Да, могло продавать только государство. Магазины были универмаг, сельпо, и обычный гражданин, он не имел права. За это была уголовная статья реальная. Можно было что-то продать, да, и за это загреметь на долгие годы за решетку. Да. И в первое время, когда мы стали заниматься бизнесом, да, ну, немногие помните, наверное, да, вот проспект закрыли, здесь сделали ярмарку, продажу, да, вот маршрутные автобусы все поменяли, и начался вот такой дикий рынок, да, вот здесь продажа. И тогда вот нас по-всякому обзывали, там, барыги, форцовщики, там, торгаши. А на самом-то деле, самую большую работу кто делает? Предприниматели же. Мы делаем, предприниматели. Мы доставляем запчасти, продукты на севера, одеваем, обуваем, кормим. Это сейчас, в данное время, это все выполняет малый бизнес. Это все лежит на наших плечах. И какой вопрос там был? Еще кому вы помогали деньгами начинающим предпринимателям? Ну, деньгами, да. Ну, в основном, да, я стараюсь помогать советами. В основном советами, да. И если я вот помогаю человеку, да, я стараюсь ему не деньгами помочь, да, а вот дать вот удочку. Например, вот человек вот с Нижнего Бестяха, его сейчас нету, да, он в прошлом раз был, да, у нас на встрече, да, он тоже хочет открыть маленький бизнес, и он тоже у меня просит денег, я говорю, я денег тебе не дам, да, я лучше куплю, ну, ты что хочешь делать? Он хочет открыть маленький цех по заточке ножей. Я говорю, ладно, говорю, я тебе куплю станок, да, но я тебе его не подарю, да, ну, мы договоримся на определенное время, да, ты принеси мне счет, да, я куплю тебе этот станок для заточки ножей, да, и ты через определенное время, да, без процентов, да, мне вот эти деньги вернешь, да. Тут, я понимаю, надо дать человеку удочку, да, чтобы он сам начал рыбачить, а не так, вот деньги я ему отдал, он деньги куда-то налево там, может за квартплату оплатит, может как ипотеку закроет, да, очередную, да, и все, на этом забудется. Вот, помощь в этом должна заключаться, дать надо удочку. Ну, я бы тоже хотела добавить, да, ну вот все предприниматели, и мне очень не нравится, да, когда люди хотят вступить в предприниматели, да, и просят даже помощь, ну, как денежную у того же государства, да. Если вы хотите быть независимым, если вы хотите, чтобы у вас бизнес пошел, да, вы только если сами будете вертеться и сами будете думать, у вас что-то получится. На самом деле, кто платит, тот заказывает музыку, да. Если вам будет платить там розницу вот, один человек, ну, персонально, да, он вам что-то заказал, вы поняли вот тренд, вот, например, модно эта рубашка и так далее, да, у вас дело пойдет быстрее, чем если вам дадут субсидию, там, 1,5 миллиона, да, а вы потом купили неудачно, и вам неудобно, да, и потом такое впечатление, а почему государство так деньги потратило, да, реально, деньгами можно помогать, ну, даже не, ну, так помогать, да, вот действительно, ну, скажем, сирым и убогим, да, вот и на самом деле человек, например, ну, как болеет сильно, да, вот помогли, вот, действительно, вот, вылечили, это же лучше, чем ему дали просто денег и все, да, вылечить лучше человека, и на самом деле тоже Министерство предпринимательства, ну, действительно очень много же денег потратило на эти субсидии, которые непонятно как ушли. И это получается не совсем правильно. Вот на самом деле, когда IT-парк был, открыли, да, я выступала на одном из совещаний, в котором тоже возмущалась, что на самом деле вот создают искусственные условия для тех, кто занимается IT-технологиями. Той же Майтоне и Индрайверу никто шибко не помогал, да, но они вышли и выкрутились, да. Легче было бы дать им какой-то государственный заказ или объяснить, не то, что заказ дать, да, а, например, сделать какой-то портал, на котором бы сказали, а вы знаете, нам нужен такой-то сайт. И получилось бы несколько парней умных, да, может, собрались бы и сделали этот сайт, и вы на нем бы зарабатывали. Чем вот, например, сидишь, или как на работу, практически как на госслужбу ходишь, да, оказывается, нам в аренду дали там за минимальную цену, и мы можем здесь делать, да. От этого же IT-парка все-таки нужна какая-то все равно польза, да, чтобы мы понимали, чтобы не говорили так, что
ой, а мы впереди планеты всей, мы вот все это восприняли, да? И реально вот зарабатывать можно, да? Единственное, вот меня, например, как всегда поднимаю, даже не помощь государству. Вчера я была на совете общественной прокуратуры, поднимали вопрос неплатежей. Вот на самом деле, кто уже поднялся в бизнесе и они занимаются госзакупками, у них очень тяжелая проблема, да, когда государство закупает, да, и не платит. И на самом деле это реально большая проблема. И будьте осторожны, если вы начинаете бизнес, да, вот в этом можно действительно тоже очень хорошо прогореть, да. Получается реально у нас это системная проблема с 2018 года. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Владислав Андреев, я являюсь с 2012 года индивидуальным предпринимателем. Также, вот, как Юрий, занимаюсь производством воды, у меня называется компания «Родничок». И с прошлого года с женой у нас открыли школу для маленьких детей, школа балета. И вопрос к предпринимателям, я, к сожалению, всех не знаю, и хотел бы, вот, вначале, когда мы начинали, даже когда я вот сам начинал, было очень тяжело справляться со всякими трудностями, бухгалтерии, налоговой и так далее. И в данное время сейчас бы хотел бы спросить про наставничество. Есть ли у вас на это время, ну хотя бы там переписаться там по звонку и так далее. Конечно, понимаю, у предпринимателей время побрез бывает. И если есть такое, то хотел бы я с вами как-то отдельно переговорить, поговорить об этом, хотя бы на 5 минут. Приемные дни. Вот сидим. Нет, приемных дней нет. Нет, это такой актуальный вопрос, да, то что даже бывает такое, то что приходят, да, уже состоявшиеся предприниматели, да, крупная компания, да, знакомый приходит и мне рассказывает, я попал вот в такую ситуацию, да, я думаю, как у него такая крутая компания, да, и он приходит ко мне, да, и что-то спрашивает, и он говорит, вот, Афанасий, ты вот со своей стороны что бы сделал в такой ситуации мне, да? Вот это правильно, да, то, что бизнес-наставничество, да, вот это обязательно надо. И на любом этапе, да, хоть он большой предприниматель, да, мы тоже вот с друзьями собираемся, вот Трофим Савич тоже очень крупная компания, да, Майтона, вот наши друзья приезжают, и мы вот вместе сидим и вот разговариваем тоже, и делимся опытом, они свое рассказывают, нам очень интересно, вот Трофим Савич рассказывает, да, Муская Егор Петрович приходит, тоже вот свои эти рассказывает. И мы вместе ищем пути выхода, вот как вы говорите, да. Вот это очень актуально, да. И нам, да, вот скорее всего, да, надо вот уже думать над этим, да, над бизнес-наставничеством, да. Есть очень успешные предприниматели, да. Например, вот крупный, вот Немыгинский хлебзавод, да, мы все кушаем хлебзавод, да. Вот ребята, они молодцы тоже, вот они поднялись с нуля, да, вот с ними, со всеми надо собираться и вот проводить такие встречи. И даже вот по 5 минут, да, по 3 минуты. Хорошо, мы будем над этим думать, да, и будем уделять внимание. Хоть начинаю, вот Александра вот сегодня мне подошла, у нее вот тоже ну, такая идея есть, специфическая очень, да. И вот мы с ней полчаса посидели, поговорили, да, я примерно ей, ну, как бы нарисовал, что ей надо сделать, чтобы начать вот этим делом заниматься, да. Да, мы будем думать, да, и страница моя есть, вы, наверное, подписаны на эту страницу, я обязательно вот учту вот эти ваши пожелания и что-нибудь мы предпримем в ближайшее будущее, хорошо? Есть вопрос? Так, есть вопрос, чем заниматься, если человек с ограниченными возможностями? Да. Ну, да, с точки зрения вот, государства, да, на самом деле вот, я уже затрагивал тему социального предпринимательства не только как отрасль, да, направление, это вот, а вот люди на самом деле сами становятся предпринимателями, люди с ограниченными возможностями. Есть несколько примеров, например, ну, вы же понимаете, что есть разные виды возможностей, да, по здоровью. Соответственно, исходя из возможностей здоровья, каждый вот такой человек может свою нишу занять. Например, люди, которые плохо слышат, да, например, да, ну, либо плохо видят, у них совершенно разные направления. Либо люди, которые плохо ездят, у нас даже вот есть
люди с инвалидностью в деревне даже, да, вот я пример привожу, которые содержат пекарню. Да, это как бы вот это в Усть-Алданском районе предприниматель, человек с ограниченными возможностями. Он плохо передвигается, но при этом очень хорошо печет хлеб. Кроме хлеба у него попутно есть хлебобулочная продукция. Этот предприниматель, он в наш кругозор тоже очень хорошо попал, и в настоящий момент он, ну, некую поддержку мы ему оказали на данном этапе. Но вот таких примеров на самом деле очень много. Да? Например, наши в ресторанном бизнесе, вот те же наши глухонемые очень хорошо готовят, поварами становятся, прям до 6-го разряда. То есть это, ну, почти самые лучшие, да, повара. Соответственно, такие повара на самом деле работают в наших ресторанах города Якутска. И вот ассоциация гостеприимства, она вот, их очень поддерживает. Соответственно, вот предыдущему вопросу тоже, да, на самом деле вот не стоит замыкаться в себе каждому предпринимателю. Правильно вот Афанасий Павлович говорит, вот показано Трофим Савичи, да, Насардана Викторовна, они вот состоят в одном общественном объединении предпринимателей, которое называется «Опора России». На самом деле вот таких вот общественных объединений предпринимателей, ну, прям не слишком много, да. Я вот знаю то, что вот у вас есть сообщество, ну, не водовозов, а да, ну, сообщество, которое занимается производством и предоставлением услуг, ассоциация есть отдельная, да. Вот объединяясь вот в такие ассоциации, да, будь то обувщиков, там, дальнобойщиков, вы или вступая в такие большие разноплановые, разноотраслевые, видите, вот совершенно разные люди, но в опоре состоят. Кто-то чисто торговлей занимается, у кого-то специфичная торговля, у кого-то консалтинг финансовый, да. Соответственно, вот в такие предпринимательские сообщества, объединяясь, вы как раз набираетесь опыта и вы обсуждаетесь, не замыкаетесь в себе, в том числе в этих ассоциациях состоят и люди с ограниченными возможностями. То есть, понимая это, я вот призываю вас всех тоже не замыкаться в себе. Можно даже вот как раз в нашей бизнес-школе пройти все эти азы обучения, даже имея ограниченные возможности, потому что у нас есть возможность дистанционного обучения, онлайн-семинаров, да? По скайпу мы тоже обучаем, то есть тет-а-тет, преподаватель, сотрудник. Соответственно, вот эти инструментами вы тоже можете воспользоваться и, опять же, ну, реализовать себя в виде предпринимателя и вообще в целом свою жизнь построить совершенно по-другому. У меня к Сандаре вопрос. Конечно, это новая отрасль, якутские шоколады, да? Ну, скажем так. Вот. И, значит, в формате каких-то личных встреч, вот мастер-классы, встречи в формате мастер-классов, дегустации для, ну, для женской половины, и для молодых, и для возрастных. Мне кажется, это было бы очень интересно. И вообще, ну вот я, например, первый раз вот узнала вот только на этой встрече, что у нас, оказывается, кто-то вот производит шоколад. Насчет мастер-классов я думала. Мастер-классы я в основном провожу для школьников, проводила на фестивалях, на больших, по приглашению, да, на форумах проводила, для школьников проводила. Но как полноформатное обучение, может быть, я не думаю, что пока готова обучать кого-то, может быть, не надо еще набраться опыта, чтобы передавать этот опыт. Ну, я сама по себе такой человек, что должна знать точно на 100%, ну хотя бы на 98% то, что я должна отдать и так далее, чтобы это было качественно. Поэтому у меня просто уверенности нету давать такие мастер-классы. Нет, подразумевая формат мастер-класса, я не имею в виду по содержанию прямо технологию производства, да? Да, это нечто, что-то вот с дегустацией, ознакомлением. Нет, не в том смысле, что надо попробовать. Просто вот, может быть, даже в этой аудитории не все знают, что у нас развито волонтерство, и где-то с года 2016 у нас есть серебряное крыло волонтерства, да, добровольцев. Вот. И в этом году, ну, 2 года подряд мы принимаем участие в российских форумах, и как бы мы, да, знакомы другим регионам наша деятельность. Но вот
я, например, нигде не слышала, чтобы где-то вот местный шоколад, и именно особенно вот в северных регионах, в Сибири, там, не слышала. И вот это же уже, как бы, мне кажется, зарождающийся даже бренд, да, какой-то тренд, бренд, якутский как шоколад. Да, да, да. Вот, и поэтому не в плане технологии, а именно вот начать с да. Я как раз вот эти мастер-классы проводила для школьников и проводила, как называется, школа-интернат глухонемых. Да, ну в общем по приглашению мастер-классы я провожу, в коррекционной школе проводила, и вообще по приглашению, когда спрашивают, просят, если есть время, я встречаюсь и провожу, ну, с дегустацией опять-таки обязательно. И еще один дополнение. Сейчас очень многие школьники участвуют в WorldSkills. Там есть отделение кондитерского, и там задание именно с шоколадом есть. У Лусника очень многие участвуют, и им я тоже консультирую. Ну, если знаю, зачем скрывать, да, скажем так. Когда они спрашивают, я отвечаю, ну, определенные ссылки, может быть, какие-то на книги, на знания отправляю, и те, кто хотят, они узнают, скажем так. То есть мы тогда собираем аудиторию, вас приглашаем, вы готовы, вы общаетесь? Да, в общем, в следующую пятницу мастер-класс она проводит. Вход 300 рублей. Минимально 50 человек должно быть. В общем, смотрите, мастер-класс это реклама тоже. Поэтому мастер-классы надо проводить, рассказывать, это популяризация, поэтому надо уметь выступать красиво, это как шоу проводить. Потому что, например, я же говорил, что 9 месяцев мы сидим дома, да скучаем, и нам хочется разрядки, правильно? Туда пришли, видим, например, молодые красивые мамы будут, там, девушки, они тоже хотят что-то пощупать, попробовать, имеется в виду, да, сделать и так далее, потому что, возможно, они к Новому году своим детям что-то хотят сделать, и вы поможете и так далее, да? И, пожалуйста, и потом какие-то объединения, они могут в группу создаваться, радоваться жизнью, и Да, это нет, очень это хорошо. я Да? такое проводила, и в принципе тоже. Ну все. Бапнас павлю косуды кидена утумлан марам косудата бедина тубиева бугum проект такой проект на улус головата рут бастык головага дикка по киня генасный шпидета лимтум олонкалар потом маха ковирахтака тоита гурабин уникальный проект оха карга окуна мана хадера кумлас проектора окуна хала вот минула улик предметов бла ну и кито интонаска битяг туах леса зовут так держана или дахе не уходит в туда а так man никистем корер листа блин дайте ничего себе на модели это min коммерческий и это бахе коммерческая ди это бахе коммерческая ди он нужен проект это бахе коммерческая проект он нормально min ай митеди я бахе билан кора min он как-то мурахта лёг он ай митеди хевелан баран орар min أو بريء أو بريء تقولي تخنا الباقي يقولي الباقي اللي بتطوب كيفا الباقي وانا تجي تريني كجفتة بي بدر كنيشنا كذا بتيم با كنا تبجر تشوه هكذا ما نوات نوت ترى يصير كتون كوربي أنت مية كم يحيد البوبر فوام بي بي تقطو تبي أخبار مرو دين أخبار نرجع دقة أنا بي كاين تابع Хорошо. Какие контент доктор потихал, косите хотите, будем лягу на. Здравствуйте, меня зовут Радомира Ли, я владелица Академии наращивания ресниц. Да? Мы занимаемся этим, я лично занимаюсь этим 3 года. Да? В прошлом году я просто личный вопрос у меня, да? У меня такой вот вопрос. В прошлом году мы брендировались, мы создали свой бренд, называется Карат. Почему Карат, все спрашивают? Потому что мы взяли его под основу бриллианта, так как из Алмазной республики, да?
И в этом году, в сентябре, мы, получается, сделали презентацию нашего бренда. У нас есть продукция, и у меня вопрос по сертификации продукции. Да? У нас сейчас ждем патент на 4 продукта. Если я теряю клиентов из-за того, что у меня недостаточно продукции, как с этим поступить? Ну, допустим, сертификация продукции же надо платить за это деньги, да, и хорошо, когда у тебя один продукт. А когда ты хочешь взять большой рынок, ну, много продуктов сделать, да, к тебе приходят покупатели и спрашивают, а у вас только вот это, да, и как бы покупают, или покупают, или не покупают, да и уходят. У нас еще обучающий центр, при обучающем центре мы обучаем и продаем эти продукты. И из-за недостаточности сертификации нашей продукции они покупают другим людям, покупать, дополнять свою продукцию, имеется в виду. А что за продукт? У нас продукция по наращиванию ресниц. Клей, ремувер, шампунь для умывания, для лица. Да, это авторский, да? Авторский. Мы ждем патент. Ждите патент. Вы сами делаете? Мы работаем с технологами. Ну, все здесь местное, да? Здесь производство. Нет, конечно. Такого у нас, допустим, в Якутии нету такого, чтобы кому-то обратиться и сделать такой продукт. Все равно вот эти вот компоненты, которые составляют внутри этого продукта, они находятся за границей. Мы заказываем таких технологов и создаем вместе с технологами, дерматологами эти составы. Понятно. У меня такая проблема, что меня уже скопировали в Канаде. Ну, хорошо, вот насчет по защите, вот Александр уже как раз сказал, да, то, что на следующей неделе, да, будет? 15 ноября. И в прямом эфире будет, и можете очно подойти в здание IT-парка, в точке кипения, да, будет? Да, в точке кипения, ну, именно на втором этаже, будет как раз проходить семинар по этой теме, да. Он проводится под отделением технопарка, это региональный центр инжиниринга. На самом деле, вот, мало кто знает, но региональный центр инжиниринга возмещает до 90% затрат предпринимателей, понесенных им на сертификацию продукции. То есть, вы же знаете, сколько денег вы заплатили на получение от того или иного патента? Вы же знаете. Да. А через региональный центр инжиниринга вы можете возместить до 90%. То есть ваши деньги только 10%. Но у них опять же идет на возмещение. То есть когда вы уже получили. Я вам очень рекомендую подойти вот как раз 15 ноября на этот семинар. Там как раз вот будут представители регионального центра инжиниринга. ФИМ. Директор тоже там будет. Там есть Миргуяна Мартынова. Вот с ней тоже можете связаться. Они очень продвинутые ребята, и они больше, чем я, вам расскажут по данному вопросу на самом деле. Я могу вам потом контакты отдать. У меня вопрос к Александру Павловичу Михайловичу. Я бы хотел услышать историю из личной жизни, как справлялись с переломными моментами, когда падали, вставали, когда теряли большие деньги, суммы. Как сила и мотивация? Конкретную историю. Да, в бизнесе бывает разное, бывают такие жесткие падения бывают, да. Как я беру мотивацию, да? Вообще я могу даже вот многим посоветовать, да, как мотивацию беру. Когда вот мне трудно, да, когда вот надо принять какое-то то или иное решение, да, я ухожу, ну не то что ухожу, да, я выхожу на улицу, да, надеваю наушники, да, включаю хорошую музыку, особенно якутскую. Я сейчас очень люблю слушать Виталия Чирова, да. И происходит такая медитация. Никто мне не мешает, я отключаю телефон, все, я погружаюсь в себя, да, и не лежу там на диване, а на свежем воздухе хожу. Я так, самое большое, я так пошел 15 километров. И все время думаю, вот свой шаг, это будет правильно, что я сделал не так, почему вот это случилось. Ну,
происходит такая аналитика у меня в голове. Я все думаю, хожу. И в конечном итоге, да, я получаю то, что я хочу. Получаю выход из этой ситуации тупиковой. И он, ну, как бы, по сей день он верный для меня. И я тоже вам советую, да, когда вам не только в бизнесе, да, вообще в жизни, если настанет какой-нибудь такой переломный момент, станет очень трудно, да, уедините себя. Войдите в какую-нибудь такую атмосферу, чтобы вам никто не мешал, да, включите музыку, не лежите на диване, да, на диване будете лежать, будет там ребенок мешать, кто-то мешать, еще что-то. А так, выйдите на улицу, на свежий воздух и пешком идите и думайте, все обдумайте в голове. И выход вы обязательно найдете вот из тупиковой ситуации. И про трудности, да, любая трудность, да, которая попадается вот лично мне, да, она никогда меня не ломает. Она, наоборот, меня закаляет и, наоборот, делает меня еще сильнее. Я учусь на своих ошибках, я учусь на ошибках других. Вот это дает, наоборот, мне придает силы. А других, и вообще, да, вот в бизнесе, да, всегда надо ответственность брать на себя. Не говорить то, что вот банк так-то разорился, он виноват. Виноват кто? Виноват я. Потому что я доверил свои деньги этому банку, да. Мы говорим, виновато государство, потому что сделало то-то, да. Это государство не виновато, виноваты вы. Вот когда вы будете брать на себя полную ответственность, да, за все то, что происходит вокруг вас, да, за ваши действия, да, тогда будет результат. И вообще не надо вот что-то, свою неудачу, да, спихивать на кого-то, там, на супругу, там, на друга, там, он мне неправильно посоветовал, он мне сделал это, он мне то. Берите ответственность на себя, да, и все будет отлично. Да, вот когда вы будете чувствовать ответственность за своих работников, да, я очень чувствую мотивацию. Вот в тот раз на мероприятии меня спросили: Афанасий, ваша мотивация. Моя мотивация — это мои работники, которые поверили в меня. Если я что-то сделаю не так, если я введу в ступор предприятие, в тупиковое состояние, это же большая ответственность. У них дети, у них планы. Вот это все же зависит от меня, поэтому вот это меня мотивирует. Я каждое утро встаю, вот, не сколько о семье думаю, да, а сколько думаю о своих сотрудниках. Вот это должна быть ответственность. Здравствуйте, меня зовут Анжелика Ивановна, студия шитья, дизайна, костюмер, ателье, прокат костюмов и обучаем детей шитью. Сегодня я пришла не одна, у меня еще дети со мной, наверняка видите, да? Я вот неделю назад начала вести новые программы школы предпринимательства для детей. Это при Дворце детства, да? И вот хотела бы услышать, то есть дети уже с 5 класса начинают задумываться о предпринимательстве, и вот ваши напутственные слова им, что бы вы хотели им пожелать? Чтобы слышали дети? Ага. Не, ну это, конечно, очень хорошо. Вот с такого возраста, да, уже думать о предпринимательстве. Это, конечно, вот он уже, когда вот смотрит, да, как зарабатываются деньги, как планируется, как расходуется. Даже вот это понятие, откуда берутся деньги, да. Вот мама работает, папа работает, это же нелегкий труд. И когда они уже будут вырастать, да, они уже будут думать, купить вот лишний раз, купить ту же конфетку, да, уже думать будут. Прежде чем купить конфетку, надо заработать деньги на эту конфетку. И будут уже более экономные. Я поддерживаю ваш проект, да, это совершенно правильно. Дети должны вот с маленьких лет уже примерно знать, планировать, изучать. Ну, это очень хорошее направление. Я вот что пожелаю, да, ребята, вы молодцы, то, что с такого возраста уже думаете о бизнесе. И даже уверен, что когда вы вырастете, да, вы будете такими же большими бизнесменами, даже круче, чем мы. Так что удачи вам! И это правильно, да, то, что вроде бы сейчас тут, ну, как бы, они смотрят, да, дети, вот серьезные дяди сидят, старший возрастом, да, вот даже преклонного возраста, да, но, видите, им интересно, они сидят, слушают, это же очень хорошо. И они уже зарабатывают свои деньги. Расскажите, тем более пожалуйста. то, что у них уже есть. Что есть? Расскажите, нам интересно. Ну,
наверное, сами расскажут. Это, ну, они, наверное, да, расскажи про себя немножко. Сюда пройдите, пожалуйста. Наше будущее поколение. Я не буду скрывать, но он за лето... Сюда проходите, пожалуйста. За лето он заработал 70 тысяч. Летом я работал официантом в шашлыке, и за все лето я заработал около 70 тысяч рублей. Я уже знаю, что деньги это очень трудно, их очень трудно получить, заработать, и поэтому я теперь, как вы говорили, стал более экономный, стал экономить, понимать, осознанно делать покупки и все такое. Куда дели 70 тысяч? Куда потратил? Я потратил, неосознанно. Мне захотелось новый телефон, я купил себе его, и родителям там какую-то часть отдал, и вся потратил. И вот у него есть мечта открыть свое направление, бизнес в ресторанном деле. Ресторанный бизнес. Он уже сейчас начинает изучать кухню вот этого дела, да, и вот я думаю, надеюсь, что из него получится очень хороший предприниматель. Айхал 5 класс, да? Покажи. 5 класс и тоже зарабатывает деньги, продавая разные игрушки, заказывает по недорогой цене и друзьям, товарищам продает. Ну вот, да. Айхал. Денис тоже, да? Ну, у него пока нет теперь первого заработка, да? Мы поставили цель до Нового года заработать свои первые деньги. И мы, надеюсь, мы добьемся. Можно я задам вопрос не вам, а всем? Вот все люди хотят заработать деньги, все хотите заработать деньги, большие деньги, миллионы, 2 миллиона. Ну, я вот уже 11 год делаю добрые дела. За 11 лет наш город стал чистым-чистым. Вы не замечаете просто. Я работаю там, где люди не ходят. Это гаражи, это под теплотрассы, под домами. Вот так вот. И за 11 лет я не увидел ни одного человека, кто так же хотел, как и я, делать добрые дела и помогать людям. Никого не видел. А вот в основном люди хотят заработать деньги. Вот. Я вот хочу узнать, почему? Да, а я отвечу. Владимир Павлович. Не, я не только добрый. Добрый день, Антон. В тот раз мы тоже проводили, наш самый добрый человек тоже задавал тот же вопрос, и я тоже ответил на этот вопрос. Так, мы сейчас, вы как бы, у нас сегодня тема такая, что мы рассказываем, как стать предпринимателем, да, здесь нет половины предпринимателей, половина нет, и школьники пришли, да, которые вот учатся, хотят быть предпринимателями. Предприниматели работают, зарабатывают, платят налоги, да, вот эти налоги поступают в городской бюджет, а эти налоги, значит, получает Якутторстрой, да, где работают уборщики, дворники, да, и убирает наши улицы. Поэтому, когда мы очень, научим, и мы сейчас пропаганду видим, да, чтобы было больше предпринимателей, тогда будет больше поступлений налогов, и мы тоже как бы, да, свой вклад вносим. Потому что вы, например, лично убираете, вы в прошлый раз рассказывали, что вы что-то продавали, да, дрова там, да, там пилили, продавали и раздавали людям. Не продавал, я отдавал. Да, отдавали, да, и вы спрашивали, как можно так, что вот я мог бы, люди у вас работали, и как их обеспечивать зарплатой, чтобы больше людей могли там дрова пилить и раздавать людям, да? Я тоже говорил, что надо какой-то механизм придумать, половину продать, половину раздавать, да, чтобы эти люди тоже зарплату получали, тогда вот может быть объем вырасти, да, и вы большим количеством людей поможете. Спасибо большое, я только что нашел один дом, мы его разберем, эти дрова мы продадим коммерсантам. Это ферма. Да. В следующем году весной будет топить печки. Это в теплицах. Им нужны дрова.
Да, вот правильно делаете. Вы, например, вот ее продадите, деньги получите, да, и сейчас переселение ветхого и аварийного жилья же Якутской остро стоит, и большой объем денег выделили, да, республики. Поэтому очень много домов, которые старые, вот в 17-м квартале и других местах будут идти на разбор, на снос будет идти, да, будут разбирать, да. Вы когда вот этот механизм проработаете, вы можете еще больше людей нанять, чтобы тем самым, как бы, разбирая эти дома, вы можете заявлением потом мэрию, как бы, да, идти. И тогда эти дома уже просто бульдозером не разберут и не выносят, да, а именно вам отдадут на разбор. А у нас согласие есть уже, это спасибо большое. Вот видите, как хорошо. Они мне проносят дрова, мы их пилим и раздаем. Здравствуйте еще раз. Антон, это очень благое дело. Мы все поддерживаем тебя, конечно. Мы все хотим, чтобы у нас наша республика была чистой и наш город. Я тоже вот своих детей учу, да, с раннего детства. Они никогда, честно говоря, да, я не хвастаюсь, обертку вот конфет не выбрасывают. Они просто с собой таскают сюда или в урну набрасывают. Но побольше бы таких там, ну надо просто вот с детства их учить. Ну, у нас такой менталитет, конечно, да. Я сколько раз замечал, да, есть такое. Я сколько раз замечал, да, вот у нас пожилые люди даже выбрасывают эти обертки, там, льются, вот это. Конечно, вот это с корня надо менять все полностью. Так это благое дело. Это все от нас зависит. Спасибо. Здравствуйте. Извините, я на своем родном языке можно, да, говорю? Так, Антон, это касается, ну, доброму самому нашему человеку, Антону, да? Антон, спасибо вам большое. Улахан эхеха бейттен хегini көрөбүт. Куру күлели хамсы жагын, куру күчөйөн орон. Оттон бүгүн маннык түмсүйлерге келенген жомго холбуру быйги эдер арас эйгега бээлерин тоқтарын сағалары және тересте жонго эхит угун агапей тоо мега көмөлөспөккү эбетер тоо маннык бök кытары тугун ыктакыты ден болбакка эхиге хата бу духовно бу биги бөгү ыарбыт эбетер тугере кимехаре кыраты кеметик үчүрөйөн орбоппут ити барты бейлтери даддыхны ити барыта бии иебититтен агабытыттан иитибититтен ити барыта төддүбүтүттен төбөбүтүттен ити барыта көлүөнө анраат түттен иитититтен сагалынар ону бүгүн улубуттаганы бииги бары хаскүн хасын таксаммыт докбутун арастаабытынан эбетер тугере кимгере жобу хаянды манны камсахан бардыр манны оңуруктактын болбакка исииттен таксыктактын онон боланы бу эхиге сагалааңытын мен оскола олоруттан сагалаан эхиге раз кыроолорго осколаны кыта дугу бардахан акцияларыйды кытын багарабын иккиинен боланы кас биди предприниматель бу успешный предпринимательлер бу бары билелер кылыл көмөс маннык туох барден этеллерди холбор барабыла барден ол сурулду батактааны каннадаганы келбете харерики улахан предприниматель эбетер улахан интеллигент бейте өйдө ханалаа кии билерди хас бидди кии дохотуттан вон брыгыны кимген көмөлөстөгүнө ол кии успешный болурден билертеги андайду улахан бизнесменлере бары билелер ону биһиде предпринимательлер меценаттар бары билелер ити хотун олин барыбытер көмөлө сатылар онун була мен маннык этигиллеребин эхиха бии маннык түмсүйлеттен бу билбетбитин билебит эбиттен онун улахан успешный бизнесменлер бит меценаттар бут маннык публика ордокторуна каяндаганы духовный өттүбүтүн тарыян ыллаллар оннук үереге даганы хиги кимере сагалырыгар кимере бу маны биеге өйдөтөр итини этеригин жоннору булан хотору туринне духовный өттүнөн курста деген итаребите боллар хүддэ хөшүй болобит холбура нар биген бу ханнык акцияга бу акция барда бия манда кыттыктагы тибит каяндаганы дем болбакка биги бебит багат түбүтүнөн бу болор курстарга жар ити кайдагары кепсетилерге кыттар курдук отчотугар кас кии барда бу колуре бейтин дохоттанытын бейтин ветин каннахын шөйгынытын таанан бейте сыры айы духовный өттүнен сайдан бейте өйгөр ханатыгер иңеринен onu beyte jittiger killeren oğlorugar tierden uçattargeten uçutal uğun tahanan onu yıtar bollar beygi üssü koraput ras
кихи көмөтө бу катчалагыр жонтон көмө болбакка жоңго өйбүллээх онна ари кескиллээх оле болуде итини этекмбаара. Может, пару вопросов, да, и закончим. После этого можно будет встретиться. Давайте, хочу поблагодарить, да, всех участников нашей встречи, да, тех, кто находится в прямом эфире, да. К нам сегодня на встречу пришло ровно 111 человек. Это счастливая цифра, да? В прямом эфире сколько было? Где-то 300-350. Да. Самое максимальное. Да, 300-350 человек. Это мы обхватили где-то, да, 500 тысяч человек где-то, да? 500 человек. Да. 500 человек. 500 человек, да, посмотрели наш эфир. Вообще, хотелось бы, чтобы кто-то получил от этого какую-то пользу, да. Я думаю, что все, кто хотел услышать ответы на свои вопросы, услышали, да. И в будущем, да, если это наше мероприятие будет востребовано, да, мы будем уже проводить на постоянной основе. Так что пишите мне в директ, пишите, не в директ, а в комментариях. Да, пишите в комментариях. Спасибо всем за встречу, всем удачи, спасибо. На общее фотографирование в фойе выйдемте, да? Владислав, она...